Хайрлите, хурматлы кузбаллар, доброе утро, уважаемые дети. Сегодня мы будем говорить о нашем отрасли пчеловодства, а пчеловодство – это древний промысел коренного народа нашей республики Башкортостан. Есть такая версия, когда определяли название нашей республики, название башкирской национальности, сначала посмотрели, чем занимается коренной народ в данной местности, и посмотрели, основное занятие – это было пчеловодство. Пчеловодство, поэтому их назвали башкуртами. Перевод на русский язык: баш – это глава, корт – это пчела. По-другому это называется главный пчеловод. Башкирская пчела, башкирский мед является визитной карточкой нашей республики Башкортостан. Если посмотреть наши научные данные, на территории нашей республики можно произвести более 535 тысяч тонн меда. А в России производится около 70 тысяч тонн. Из них можно допустимо для пчел это 33%, где-то не долетели пчелы, где-то непогодные другие климатические условия было 33%. Это составляет 175 тысяч тонн. Это огромное количество, и на земле Башкортостана можно содержать успешно 1 миллион 345 тысяч пчелосемей. Если посмотреть жизнь медоносной пчелы и жизнь человека, очень много сходных моментов. В жизни человека есть сегодня охранники, солдаты, полицейские. А вот в доме пчелиной семьи также есть, около улья есть охранники, которые охраняют свои улья. Есть в жизни человека, который добывает, деньги добывает, где-то что-то производит, выходит на работу, выезжает на работу. И среди пчелиной семьи также есть пчелы, которые приносят нектар. И также в человеческой жизни есть люди, которые воспитывают детей. И в пчелиной семье также есть пчелы, которые именно воспитывают будущих пчел. Это расплод, личинки воспитывают и так далее. Если взяли бы максимальный пример жизни пчел, тогда был бы еще лучше у нас человеческой жизнь и система была бы построена еще лучше. Башкирский мед это является брендом нашей республики. В мире есть такой уникальный показатель, который везде принято, это диастазное число. Это показывает натуральность меда. И сегодня этот показатель в Германии составляет около 12 единиц. В Германии, у Турции составляет около 10 единиц. В России эта единица составляет 8 и более. А в башкирском меде данная единица составляет в среднем по нашей республике Башкортостан это 37,8%. Доходит до 56 в горной части нашей республики Башкортостан. Кстати, более 50% липовых насаждений сегодня сосредоточено у нас на территории нашей республики Башкортостан. Это огромный потенциал. 92% меда у нас получается только естественных медоносных растений. Поэтому наши пчелы склонны в течение дня собрать столько нектара, который не могут другие. Уникальный башкирский мед также по своим таким уникальным качествам. У них содержится нектар из более 400 медоносных растений. Такого букета медоносных растений не прорастает ни в одной регионе России, Российской Федерации и других странах мира. В целом, в Республике Башкортостан это направление пчеловодства очень актуальное, уважаемые дети. Можно сегодня стать врачом, можно профессором, можно министром, но сегодня можно параллельно заниматься. Суббота, воскресенье это вполне достаточно заниматься пчеловодством и получить доходы. Сегодня на территории нашей республики можно, имея где-то от 50 до 100 пчелосемей, можно получить около миллиона дохода. Можно получить. В нашей республике Башкортостан есть все необходимые условия, чтобы получить знания школьные годы. Это подготовлена программа обучения. Для вас сделаны сегодня учебные книги для 9-11 классов. Если в школах создаются учебные пасеки, создаются. И в этих школах сегодня все время на столе есть башкирский мед. Уважаемые школьники, я хотел вам пожелать, чтобы все время, когда вы утром и в обед, и вечером, все время было на столе башкирский мед, были здоровыми, получали соответствующее образование. Вы – это будущее нашей республики.